Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы поговорим о том, насколько Республика Молдова продвинулась по пути европейской интеграции и о том, является ли Молдова частью большой семьи европейских стран, и о том, какие проекты внедряет в Республике Молдова, и в частности в Гагаузии Европейский Союз. И напомню вам, чтобы вы не забывали подписываться на наши платформы в социальных сетях. И сегодня наш гость, посол Франции в Республике Молдова, господин Гребхан Поль. Здравствуйте, господин посол. Благодарю вас за приглашение. Я очень рад быть сегодня в Камрате и участвовать в вашей программе. Да, я тоже вас приветствую в Камрате. И конечно, хотелось бы сперва начать с очень таких глобальных для Республики Молдова вопросов европейской интеграции. Потому что Франция, исторически из-за языкового сообщества, так как Франция является лидером в мире франкофонии, и молдавский, румынский язык является частью этого мира, то, конечно, Франция всегда является одним из основных партнеров Республики Молдова на европейском пути. С большим удовольствием. И в этой связи я бы хотел узнать ваше мнение. Как вы думаете, насколько сегодня Республика Молдова реально приблизилась к процессу вступления в Европейский Союз и выполнила Республика Молдова те обязательства, которые брала на себя в качестве кандидатов в члены Европейского Союза? Действительно, за последние месяцы Республика Молдова добилась значительного прогресса на пути к европейской интеграции. С июня прошлого года Республика Молдова является страной-кандидатом в ЕС. Европейская комиссия сделала несколько рекомендаций и установила определенные условия Республики Молдова. Эти 9 условий практически выполнены. Осталось решить еще несколько небольших вопросов, но можно сказать, что большая часть работы уже выполнена. Это то, что касается рекомендаций комиссии. Но есть также то, что мы называем соответствием своду норм и законов Европейского сообщества. И здесь также был отмечен и подтвержден значительный прогресс. Этот прогресс связан с высокой мобилизацией молдавских властей и, конечно же, с поддержкой стран-партнеров Республики Молдова. Что касается поддержки со стороны Франции и Республики Молдова на пути к евроинтеграции, в последнее время Франция стала более, я бы сказал, четко проявлять поддержку европейского пути Молдовы, потому что были неоднократные встречи президента Майи Санду с президентом Франции, в том числе и официальные визиты, и в том числе и прохождение в июне в Молдове саммита с участием лидеров европейских стран. И в этой части мне бы хотелось, если господин посол может ответить на такой вопрос, с чем связана вот такая поддержка со стороны Франции в адрес Республики Молдова? Это правда, что в последние годы Франция гораздо активнее присутствовала и проявляла активность в Республике Молдова. Это связано с желанием нашей страны оказать поддержку политике, воплощенной президентом Санду, по сближению с ЕС, реформам и борьбе с коррупцией. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, s'est rendu 2 fois en moins d'1 an en République de Moldavie. Президент Эммануэль Макрон посетил Республику Молдова дважды менее чем за год. И в субботу, всего 3 дня назад, он смог побеседовать по телефону с президентом Санду в связи с заседанием Совета Европы. Помимо политической поддержки, существует также поддержка в плане сотрудничества и технической помощи. Например, в прошлом году Франция предоставила Республике Молдова финансовую поддержку в размере около 75 миллионов евро. Есть также различные программы, реализованные французским агентством развития в таких секторах, как энергетика, лесовосстановление и ирригация. Но мы также надеемся на развитие проектов в сфере транспорта, в частности, железнодорожного транспорта. Что касается Гагаузии, потому что я вот смотрел прессу перед интервью с вами, и вы
недавно были назначены, ну, в плане таком временном, и один раз посещали в Гагаузию. Сегодня ваш второй визит в Гагаузию? На самом деле я уже 4 побывал в Гагаузии в рамках различных мероприятий, а также 2 посетил школу в Камрате с преподаванием французского языка. Что касается Гагаузии, конечно, наверное, ожидаемый был бы вопрос спросить ваше впечатление от Гагаузии, но я как бы отступлю от традиционного вопроса, потому что сегодня в Молдове и в Гагаузии не очень простая политическая ситуация, и в том числе региональные власти говорят о определенной изоляции или осторожности со стороны дипломатического корпуса в общении с властями Гагаузии. Я понимаю, что в компетенцию посла не входит комментировать политическую ситуацию в регионе, но если говорить о том, вот, каким видится отношение господину послу между Кишиневым и Камратом в условиях, например, того, что Гагаузия все-таки является автономией, а в Европейском Союзе мы знаем, что к автономиям относятся с точки зрения прав достаточно щепетильно и с большим вниманием, то каким видится тогда господину послу вот, отношение Кишинева и Камрата, и чем может быть Гагаузия интересна Франции? И какой может быть представлять интерес Гагаузия для Франции, потому что у нас нет общего языка. Начну с моих впечатлений о Гагаузии. Я считаю, что красивый регион со многими традициями, уникальностью и статусом автономии, а также уникальной культурой, связанной с его историей и его языком. Все это интересно для представителя такой страны, как Франция, государства, которое до недавнего времени было очень централизованным. Сегодня Франция изменилась. У нас произошло то, что мы называем децентрализацией, с некоторыми регионами, как, например, Корсика, которые получили особый статус. Наши отношения к АТО Гагаузии очень хорошие. Но я также должен вам сказать, что я впервые посещаю Гагаузию после выборов. Последние выборы, состоявшиеся весной в Гагаузии, вызвали много вопросов у наблюдателей, включительно у меня, как у наблюдателя. Я понимаю, что эти вопросы разделяют многие страны. Я также понимаю, что идут судебные разбирательства, расследование условий, в которых проходил этот избирательный процесс. Как вы сказали, не наше дело вмешиваться в вопросы внутренней политики. Поэтому я, как представитель французского государства, должен быть осмотрительным и в своих отношениях с властями АТО Гагаузии, пока не будут пояснены условия этого избирательного процесса. Что касается отношений с Гагаузией, мы надеемся, что сможем развить в регионе проекты с местными властями, со школами, с неправительственными организациями. Я думаю, что развитие этих отношений, несомненно, отвечает интересам как гагаузского населения, так и Франции. Во Франции мы развили так называемое децентрализованное сотрудничество. Это сотрудничество между французскими местными властями и местными властями иностранных государств. Есть несколько проектов, которые очень хорошо развиваются в Республике Молдова по довольно техническим направлениям, таким как, например, управление в области водоснабжения или управление отходами, что является проблемой для многих местных властей. Одним из приоритетов нашей политики является молодежный обмен. И в частности, важным вектором этого обмена является спорт.
en В 2024. 2024 году Франция примет Олимпийские игры, Et l'ambassade envisage и un в этой programme связи посольство организует специальную программу, которая пройдет в Республике Молдова, что позволит молодежи участвовать в соревновании, которое включает в себя несколько этапов. Et donc ça nous permettra de donner Это позволит нам придать определенный резонанс и значимость Олимпийским играм во Франции, а также позволит молдавской молодежи участвовать в спортивных соревнованиях и лучше узнать друг друга. Вот вы рассказали о тех проектах, которые Франция помогает и внедряет в Республике Молдова. В этой связи рассматривается ли Гагаузия и для них какие-то особенные проекты, потому что у нас очень остро стоит проблема дезинформации, и в том числе влияние ряда русскоговорящих средств массовой информации на общественное мнение в регионе. И недавний случай, когда со стороны Франции была определенная помощь в перевооружении молдавской армии, если ее можно назвать армией, и в Гагаузии, и в русскоговорящем пространстве интернета Молдовы очень негативно представлялась эта информация. В частности, говорилось о том, что Франция готовит Республику Молдова к войне и сценарию, связанным с Украиной. Что на самом деле означала эта помощь? Effectivement, comme vous le dites, la désinformation est un phénomène majeur. Вы правы. Дезинформация является одной из главных проблем в Республике Молдова и явлением, с которым нужно бороться, представляя истинное положение дел и объясняя факты. Les faits sont les suivants. La République de Moldavie a engagé un Факты таковы. processus. Республика Молдова инициировала широкий процесс реформ. Ces réformes concernent Эти реформы касаются всех сфер, включая сферу обороны. la réalité est la suivante. Реальность такова. За последние 30 лет в Республике Молдова не было сделано никаких инвестиций в оборонный сектор. Donc, la France, comme partenaire de la République de Moldavie, estime Поэтому Франция, как партнер Республики Молдова, считает необходимым реформировать также эту сферу, позволить молдавским военным иметь технику, соответствующую стандартам 21, а не 20 века. Позволить молдавской армии быть оснащенной по тем же стандартам, что и другие европейские страны, что позволит молдавским военнослужащим участвовать в миротворческих миссиях, как это уже имеет место в Косово или Ливане, совместно с итальянским военным контингентом. Речь идет не о подготовке молдавской армии к военным действиям, а о том, чтобы помочь ей модернизироваться и стать более эффективной именно с целью сотрудничества с другими странами-партнерами ЕС. Это нисколько не ставит под сомнение нейтральный статус Республики Молдова. В ЕС есть государства, являющиеся членами Альянса, НАТО, но есть и нейтральные государства, как, например, Австрия, которая имеет современную, хорошо оснащенную армию, которая может взаимодействовать с другими европейскими государствами, например, в ходе миротворческих миссий. Что касается реформ в Республике Молдова, которые должна была выполнить наша страна в процессе европейской интеграции. И вот, господин посол, вы в начале нашего интервью говорили о коррупции. Но в Молдове мы, люди, которые здесь живем, видим, что в этой связи в Молдове нет, наверное, реальных успехов, и это будет откровенно. Как вы думаете, почему так сложно внедрить в Молдове, скажем так, нулевую терпимость к коррупции и в том числе заставить правоохранительную и судебную систему работать в рамках закона? Феномен коррупции, безусловно, вызывает обеспокоенность, хотя в этой области был достигнут прогресс. Коррупция – это своего рода раковая опухоль для такого общества, как молдавское. Чтобы его искоренить, потребуется время и много усилий. Мы должны восстановить доверие между гражданами, а также между гражданами и государственными институтами. Граждане должны доверять системе правосудия. Бизнесмены, включая иностранные инвесторы, должны доверять системе правосудия. И, следовательно, это требует продолжения усилий по борьбе с коррупцией в судебной системе.
Все граждане имеют право на правосудие. Это фундаментальное право. Именно поэтому реформы, которые проводятся, идут в правильном направлении. Но, несомненно, судить придется не только по принятым текстам или принятым новым регламентам, но и по реализации всех этих текстов и регламентов. Позвольте мне подвести итог по этому поводу. Ответственность за борьбу с коррупцией – это не только ответственность властей. Это ответственность каждого гражданина, потому что если есть тот, кто дает взятки, то есть и тот, кто их берет и коррумпирован. Те, кто соглашаются продать свой голос, совершают не только преступления, но и ошибку в отношении демократии, но и в отношении будущих своих детей. Повторю еще раз. Борьба с коррупцией касается всех нас. Даже такое государство, как Франция, должна продолжать борьбу, чтобы избежать отклонения от курса. И именно поэтому мы все должны понимать, что этот вопрос остается серьезным вызовом для всех наших стран. Пока коррупция сохраняется на высоком уровне, это не позволяет государственным институтам функционировать должным образом. Демократия основана именно на этом договоре доверия. Именно поэтому борьба с коррупцией остается главным приоритетом молдавского правительства, но также и главным приоритетом для ЕС и его государств-членов. Завершая наше интервью, вот как бы вы оценили европейскую перспективу Молдовы? Потому что очень многие лидеры Европейского Союза называют разные сроки. Кто-то говорит, что это 2-3 года, кто-то говорит, что это 10 лет. Вот какова эта перспектива Молдовы стать частью большой европейской семьи? Как я уже говорил, за последние месяцы Республика Молдова добилась прогресса. Несмотря на ограниченные возможности, она выполнила свои обязательства перед Европейской комиссией. Республика Молдова осуществила множество реформ и внесла поправки в национальное законодательство во многих секторах. Так что есть очень положительная динамика. Затем, не буду скрывать, процесс присоединения довольно долгий. Следующим этапом является то, что мы называем решением начать переговоры и определение переговорных рамок. Я надеюсь, что это решение и определение рамок переговоров произойдет достаточно быстро. Затем Молдове нужно будет продолжить реформы, чтобы соответствовать европейским стандартам и нормам. Этот период адаптации необходим, потому что пространство Евросоюза и Европейское экономическое пространство очень конкурентоспособно. Это конкурентное пространство требует подготовки различных секторов экономики Молдовы, чтобы выдержать конкуренцию на европейском рынке. Весь процесс, который начнется сейчас, направлен на укрепление потенциала молдавской экономики, общества и государственных институтов, чтобы соответствовать европейской среде во всех ее измерениях. Установленный срок президентом Санду, а также президентом Европейского совета Шарлем Мишелем для вступления в ЕС является 2030 год. Это амбициозная и в то же время мобилизующая цель. Посмотрим, но в любом случае Республика Молдова доказала, что способна быстро двигаться в сторону Евросоюза. Я благодарю, господин посол, вас за интервью, за то, что вы сегодня были в Камрате. Но наша программа выйдет, наверное, в преддверии Рождества, если у вас есть желание поздравить жителей Гагаузии, те, кто нас смотрит в Молдове с рождественскими праздниками, у вас есть такая возможность. Merci beaucoup pour votre invitation. Et effectivement, je souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Большое спасибо за ваше приглашение. Конечно же, я желаю всем радостных праздников и всего наилучшего в 2024 году, чтобы каждый провел радостно новогодние праздники в кругу семьи, с друзьями и строил планы на будущее, потому что это будущее, я надеюсь, будет позитивным для Республики Молдова и, конечно же, для Гагаузии. Еще раз благодарю за ваше приглашение.
Да, я благодарю, господин посол, вас еще раз за ваше участие в программе, это интервью. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. И сегодня мы говорили о перспективе европейского пути Республики Молдова с Хэмом Полем, послом Франции в Республике Молдова. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, и вы будете в курсе происходящих событий в стране и в регионе.